Уважаемые участники судебного заседания, мы выслушали позиции сторон. Нам была представлена позиция государственных органов, привлеченных в качестве иных лиц, и представителей адвокатуры. И можно считать, что исследование материалов по делу завершено и может переходить в право заключительной речи. Право заключительной речи предоставляется заявителю по формату. Пожалуйста, в трибуне. Я свою репутацию полностью поддерживаю. Я просто хотел свое право использовать полностью. Проблема в этом начала в том, что я единственный, кто против одной которая приватизирована. Которая является это частная лавка, которая на сегодняшний день будет выявлена. Я бы хотел опять-таки, чтобы высказать, мы далеко не пойдем, так как на сегодняшний день, когда выносили закон адвокатуры, нам скрепленные причем обещали здание, а в итоге инициировано было на съезде адвокатов, и наши на собственные собранные деньги куплено здание. Выяснилось, оказывается, что для чего это делается. Есть наши доноры. Доноры, про участие, если в приказе есть слово государственное, они тоже злоупотребляли. И, к сожалению, я не знаю, как наше общество будет улучшаться, но я верю, что есть судьи. Я вызываю, потому что наш Белин Сардалбекович, президент Гожема Нагартуан Кудасы, является председателем. Родной сын является в правлении Баймбишки территориальной адвокатуры. Является... Марат Александрович, вы не перепутали? Нет, я хочу именно воспользоваться, потому что других партий не будет. Я к чему иду? Я виновен тем, что платил вовремя все. Я виновен тем, что сказал правду. А то, что даже элементарная адвокатура здесь мне хочет выставить, мы создавали адвокатуру, которая нам поможет. Мы создавали адвокатуру, платили деньги, мы купили имущество, мы поддержали. Но мы не знали, что это совершенно автомат будет нас стрелять. Вот, и на сегодняшний день, когда они даже элементарно хитро поступили, я недавно узнал, что медиаторы оформили все имущество на себя. А здесь было так инициировано, что специально на съезде адвокатуру проголосовали, а имущество наше, которое стоит несколько миллионов, оно является ихним, этих 9 человек, без права, с правом распоряжения. Вот в чем проблема. Проблема даже, как бы, этой лицензии, которую я хочу именно показать, что это закон, что люди, это было создано. Вы заметили, даже я бы хотел бы отметить слова, которые были: очищение лиц, безупречные деньги. Вот здесь безупречные. Я бы хотел бы сказать, а когда вы получали деньги 20 тысяч сумм, об этом не думали? Я считаю, что ходатайство, которое мое, да, я не знаю, чем это закончится. Мне сказать по правде все равно. Я просто хочу именно дойти до конца. А решение, которое будет сегодня вынесено, я просто это не для меня. Я адвокатам им тоже говорю, все, что вы делаете, создаете, это не для меня, это для наших детей. История скажет, покажет, кто что делал. Но не может быть, чтобы все в это время, чтобы Казахстан был настолько плохо. Есть нарушения, есть. Потому что элементарно наши профессионалы, людям, которым мы доверяли, именно обладатели нашего имущества, говорят, что я 7 раз был в дисциплине. Ну так же нельзя. Ну так жить нельзя, ну имейте совесть. Ладно, меня бейте, других не трогайте. Но нельзя обмануть. Меня обмануть всех, ну Конституционную палату обманывать. Я уважаю, тут я даже в шоке сказано. Я надеюсь, что при внимательном изучении, я думаю, что Конституционная палата разберется. И я все-таки глубинно верю, что справедливость рассудит. Я верю. Спасибо, присаживайтесь. Право заключительной речи предоставляется Торову. Пожалуйста, к трибуне. Уважаемый суд, здесь сегодня неоднократно звучало слово «соразмерность». Вот
целиком и полностью поддерживаю вот эту мысль о соразмерности. Считаю несоразмерным приравнивать человека, который совершил особо тяжкое преступление и привлеченный к уголовной ответственности, и приравнивать к нему человека, который забыл повысить свою квалификацию. Из-за этого лишился своей лицензии. Вот. На данный момент, если рассматривать вопросы лишения лицензии адвокатов на право занятия адвокатской деятельностью, нет такого правового акта, нормативного правового акта, который регламентирует сам порядок рассмотрения вопроса о лишении лицензии адвоката Министерством юстиции. С момента, когда ходатайство Совета адвокатов поступило в Министерство юстиции, какие шаги предпринимает Министерство юстиции. Это не регламентировано. Соответственно, здесь создаются такие правовые пробелы. И на основании изложенного считаю, что необходимо удовлетворить ходатайство Тухтуматова. С чем прошу удовлетворить ходатайство о признании неконституционным указанной статьи Закона об адвокатуре. Право заключительной речи предоставляется Распекову Таланту Распековичу. Пожалуйста. Государственной статьей 32, часть 4 Конституционного закона Конституционного права Верховного Суда. Прошу отказать в удовлетворении ходатайства о признании неконституционной противоречащей статьи 16, 18, 20 и пунктам 2 и 3 статьи Конституции Республики, пункта 4 части 2 статьи 19 закона об адвокатуре и адвокатской деятельности. Спасибо. Присаживайтесь. Уважаемые участники судебного заседания, на этом рассмотрение дела о проверке конституционности пункта 4 части 2 статьи 19 Закона об адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности считается оконченным, и суд удаляется в совещательную комнату для вынесения решения.